Добрый день, дорогие друзья! На календаре 11 июня 2018 год, а мы находимся в городе Нефтеюганске. Праздник плуга и земли встречает гостей из Чувашской республики. Активисты Чувашского национального конгресса прибыли сюда в рамках федерального грантового проекта «Национальное достояние народов. Достояние России». Благодаря проекту «Национальное достояние народов. Достояние России» делегация Чувашского национального конгресса украсила всечувашский Акатой на Нефтеюганской земле. Именно этот федеральный грантовый проект помогает активистам конгресса сближать разные народы, знакомить с чувашской национальной культурой и традициями многонационального народа Российской Федерации. Питер и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан и Тюменская область. Вся география поездок делегации Чувашского национального конгресса в рамках этого социально значимого проекта. По плану в июле Пенза и Саратов, а в августе Крым. Вы посмотрите, какие прекрасные сегодня здесь у нас площадки. Национальные объединения региона представили свои костюмы, национальную кухню. Есть украшения, танцы, песни, народ улыбается. И мы хотим заметить, что на наш праздник пришли и представители других национальностей. Они радуются вместе с нами, разделяют этот праздник. И говорят, что с удовольствием бы приехали в Чувашскую республику и посмотрели наш настоящий всечувашский Акатой. Организаторами мероприятия выступили Чувашская национально-культурная автономия города Нефтеюганска при поддержке городской администрации, Чувашского национального конгресса, Тюменская областной национально-культурной автономии Ассоциации Чувашии Таван. Первый раз на территории Югры проходит всероссийский фестиваль. Очень надеемся, что это станет доброй традицией. И ежегодно мы будем поддерживать национально-культурную автономию Чувашии Юханжив из города Нефтеюганска. И вместе, так же, как и впредь, будем проводить чувашские национальные праздники. Огромные слова благодарности выражаем нашим друзьям из города Чебоксары, из Чувашии. Это Чувашский национальный конгресс, который оказывает всяческую помощь при проведении мероприятий на территории Тюменской области. Министерство культуры по делам национальности архивного дела Чувашской республики, также глава Республики Чувашии. В составе прибывшей делегации были министр культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики Константин Яковлев, президент Чувашского национального конгресса, депутат Государственного совета Чувашской республики Николай Угаслов, первый вице-президент Чувашского национального конгресса, заслуженный артист Чувашской республики Валерий Клементьев, председатель Координационного совета чувашских национальных общественных объединений Уральского федерального округа Владимир Логинов, оргкомитет проекта, активисты Конгресса, а также представители чувашских национально-культурных автономий и творческие коллективы Ханты-Мансийска, Тюмени, Сургута и Сургутского района, Нижневартовска, Лентора, Нефтеюганского района, Башкортостана, Муравленко, Нижегородской области. Вот она, хозяйка Югры, красавица. Пусть она нас всех благословит. Сюда, обратно, ездить туда, обратно. Мы рады приветствовать на нашей земле наших друзей из Чувашской республики. Акату – это такой праздник, который объединяет все народы и символизирует единение, потому что налицо лозунг «Вместе мы сила», и только вместе мы сможем достичь великой цели нашей великой победы. И счастье, которое нас окружает, оно делается нашими руками. Потому что мы должны двигаться в одном направлении. До начала основного мероприятия в конференц-зале городской центральной библиотеки состоялся круглый стол «Национальное достояние народов. Достояние России». Его участники обсудили актуальные вопросы национальной политики и сотрудничества, обменялись мнениями и наметили планы на будущее. Модераторами круглого стола выступили помощник президента Чувашского национального конгресса по грантовым проектам Елена Светлая и помощник председателя Чувашского национально-культурного центра Юханжив, город Нефтеюганск, Марита Соколова.
На круглый стол были приглашены мэр города Нефтеюганска Сергей Дегтярев, руководители национальных объединений города нефтяников и руководители чувашских национально-культурных автономий из регионов, прибывших на Всечувашский Акатой в Югре. Выступая с приветственным словом гостям, мэр города Сергей Дегтярев сказал следующее. Мы рады вас видеть в Нефтеюганске, рады тому, что вам этот город тоже близок, и здесь ваши земляки чувствуют себя очень комфортно. Председатель Думы города Нефтеюганска Николай Цымбулько выразил уверенность в том, что Акатой позволит приобщиться к богатой культуре чувашского народа и пожелал нашему народу процветания на благо всей России. Министр культуры Чувашии Константин Яковлев поздравил всех с главным национальным праздником. Мы, власть, сегодня должны именно обратиться и к гражданскому обществу. Вот только благодаря взаимопониманию мы можем идти в самые хорошие времена нашего общества. Поэтому я хочу поблагодарить всех сегодняшних участников замечательными в этом празднике молодой. Мы, я еще думаю, еще много увидели интересно сегодня. И вчера в Тюмени посмотрели эту красоту. Но я думаю, сегодня чуганцы тоже увидят и скажут большое спасибо и власти, и всем организаторам. Успешно нам сегодняшнего работы. Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов пригласил участников круглого стола в Чувашию на День Республики. Сегодня замечательный день, у нас праздник, Чувашский праздник Акатой. Нас Акатой всегда объединяет, мы на Акатой на празднике знакомимся, поближе друг к другу дружимся, и это наша дружба, она нам прибавляет силы и, безусловно, дальше жить, трудиться и радоваться нам жизни помогает. Культура, традиции, язык каждого народа – это достояние и богатство народа. И, безусловно, и достояние этих народов – это достояние богатства самой России. Это несомненно. Вот. И поэтому, конечно, Чувашский национальный конгресс в этом плане уже работаем, начиная с Нового года. Программа у нас есть перед вами, много проделано. Надо сказать о том, что сегодня на территории Российской Федерации более 100 национально-культурных автономий и объединений Чувашского национального конгресса. Также у нас есть автономии и за рубежом, это в Казахстане, Белоруссии, Балтике есть. На круглом столе также выступили первый вице-президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев. Он рассказал присутствующим о результатах работы по объединению наций в рамках грантового проекта «Национальное достояние народов в достоянии России». Последние годы много делается Чувашским национальным конгрессом. Мы всегда говорим, Чувашский национальный конгресс богат регионами. Николай Иванович говорил, мы 2 года назад были в Крыму, очень мощный такой всероссийский Акатой там был. В прошлом году мы доехали до Байкала. Представляете, 5-8 тысяч километров конгресс под руководством Николая Федоровича провел Акатой. Руководителю чувашских национально-культурных автономий Тюменской области, региональной ассоциации «Таван» Ираида Маслова, города Муравленко, из Ямал-Ненецкого автономного округа Анатолий Ефремов, региональной чувашской автономии города Сургута Татьяна Кузьмина, Нижневартовска Лариса Алексеева, Национально-культурного центра Нижнего Новгорода Алина Артемьева и многие другие коротко рассказали о деятельности своих организаций в регионах. Общественная организация Чувашской национально-культурной автономии «ИВЕМ. Красота» создана у нас с 2009 года. Вдохновителем и организатором нашей общественной организации Иван Николаевич Кузьмов был. Ну, тоже, как бы он уже дальше, как сказать, власть передал наши руки, да, теперь сказал, какую дорогу пусть идет молодежь.
Все выступающие подчеркнули, что федеральный грантовый проект «Национальное достояние народов, достояние России» позволяет укрепить дружбу и сплотить региональные национально-культурные объединения. Они выразили благодарность активистам Конгресса за помощь чувашским объединениям в регионах по разным отраслям нашей культуры. И без помощи нашей исторической родины, а именно Чувашской республики, нам не обойтись. Приезжают к нам специалисты-профессионалы. Это специалисты по вокалу, специалисты-хореографы, поэты, писатели, которые оказывают прямую непосредственную помощь нашим руководителям творческих студий. И мы не просто благодарны тому, что сегодня происходит. И эта помощь нам пригождается в ежедневной работе клубных работников, учителей, воскресных школ по изучению чувашского языка, ну и других, конечно же, направлений. Нам бы хотелось, чтобы этот проект имел продолжение. Действительно, грантовый проект, он выигран до конца этого года, чтобы была системная работа, плановая, нам, конечно же, опять же, с помощью администрации Нефтеюганского района, города Нефтеюганска, необходимо продумать, конечно же, дальнейший план на 2019 год. Сегодняшний круглый стол, он очень полезен. Вообще круглые столы, где обсуждаются проблемы соорганизации по распространению и сохранению быта чувашского народа, они являются очень важными, потому что на сегодняшний день есть подъем определенный, но систематизировать работу ее пока еще достаточно не совсем удалось. Почему? Да потому что те законы федеральные, которые принимались, они не отрабатываются до конца. На основе федеральных законов должны быть разработаны местные законы, региональные, муниципальные, либо разработаны положения по поддержке национальной культуры. Я говорю не только чувашской, но и всех национальностей, которые есть на территории России и любого муниципалитета. К окончанию круглого стола на центральной площади города было все готово для начала праздника. Силами чувашских национально-культурных автономий были устроены чувашские подворья. Мы представляем на сегодняшний день выставку «Дом народов Ебала». Представители национально-культурной автономии чувашей города Муравленко смогли с 2011 года собрать вот такую выставку, рассказывающую о более крупных этносах, проживающих на территории Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Здесь мы представляем татарскую культуру, мордовскую культуру, марийскую культуру, башкирскую культуру. Мананчуном самана юрайырвасын келет, ей даван доставан, элмер-берле буранар, да хамыр еш пасавана. Дорогие друзья, обращаю внимание на нашем чувашском национальном празднике Акатой, празднике плуга и земли в Нефтеюганске. Лентор тоже отмечает праздник, и они угощаются чувашскими национальными блюдами. Что же они пробуют? Чем же они угощают своих гостей, дорогие друзья? Очень интересно. Расскажите нам о своих национальных блюдах. Ой, сегодня уже много рассказывали о наших национальных блюдах. Просто мы сегодня встретились с нашими земляками. Мы сами живем в Сургутском районе города Лянтор, а у нас сегодня делегация приехала с Башкортостана, с нашей родной деревни. И оказывается, все наши это учителя, преподаватели, которые нас учили, обучали. Поэтому мы их сегодня угощаем. А национальные блюда мы сегодня приготовили салмаяшки. Это вот суп с крапивой. Вот мы угощаем их. Это суп с крапивой. Да, национальное блюдо, там крапива, значит, мясо куриное и домашняя лапша. И бульон. Вот. Да. Варили здесь. Да, и кушаем мы его с домашним кислым молоком. Это простокваша. Мы его сами квасим. Вот. Скажите, пожалуйста, многие говорят о вашем знаменитом, известном блюде, это хуплу. Секрет в том, что он очень долго томится в печке, и за счет этого картошка и мясо, выделяя сок, он становится насыщенно таким вкусным.
Скажите, пожалуйста, у вас много сегодня было гостей. Какие впечатления? Ой, впечатления зашкаливают. Впечатления это невозможно передать словами, даже это надо прочувствовать. В восторге. В восторге мы все. Дружба народов. Были представители разных национальностей. Из Чувашии, да, разных. С родины татары. С родины. Вот у нас из нашей Башкирии были представители из Ишимбайского района. Они переехали недавно сюда, они здесь живут. Они сразу, как увидели наш башкирский флаг, сразу прибежали сюда к нам. Вот в колонну, когда мы шли в колонне. И также из Абзелиловского района вон подошел мужчина. То есть наши земляки, чуваши, они дружные, не только чуваши, татары. Из Ишимбайского района татарка была. Из Абзелиловского района тоже. Из Абзелиловского района. Разных национальностей народ были горды, что вы сегодня на нашем празднике. Конечно. У нас вообще правительство уделяет огромное внимание дружбе народов. Очень. Уже издавна такое внимание идет. Такие у нас, да, это правильные законы, правильная политика наших правителей. Собравшихся приветствовал и поздравил глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Сегодня мы присутствуем действительно при историческом событии, поскольку впервые на территории Югры проходит праздник, всечувашский праздник Акатой. Это праздник одного из самых самобытных, одного из самых интересных народов, которые живут в нашей большой стране. Я желаю, чтобы этот праздник заложил традицию проведения Акатоя в Нефтеюганске, в Югре и полностью в стране. С праздником! Почетное право открыть Акатой в Югре предоставили президенту Чувашского национального конгресса Николаю Угаслову. Дорогие друзья, гости, объявляю первый всечувашский Акатой на земле Югры открытым! В свою очередь он поблагодарил руководство за большое внимание к нашим землякам и за организацию такого масштабного праздника. Он выразил уверенность в том, что народы России всегда будут жить вместе, помогая друг другу в мире и согласии. Чувашский народ, как сложилось в истории, располагается не только на всей территории Российской Федерации, но и за пределами. Сыны и дочери чувашского народа славно трудятся и служат нашему Отечеству Российской Федерации. Мы гордимся ими. От имени Госсовета Чувашской Республики и от Конгресса Николай Угаслов вручил награды активистам национально-культурных автономий и организаторам Акатоя в Югре. Министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев в свою очередь выразил благодарность городским и окружным властям за гостеприимство, организацию праздника на высоком уровне. Приветствую от главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева. Дорогие соотечественники, поздравляю вас с прекрасным праздником Акатой. Это чувашский национальный праздник, почитаемый испокон веков, воплощает в себя лучшие качества народа, славит созидательный труд земледельцев, воспитывает трудолюбие, любовь и уважение родной земле. От делегации Чувашской Республики я искренне хочу поблагодарить прежде всего Сергея Юрьевича вас за гостеприимный прием, за организацию на высоком уровне. И хочу сказать, дорогие друзья, мы сегодня еще раз можем убедиться, что Россия является многонациональное государство, где проживают сотни разных народов, которые сегодня развивают свою культуру, сохраняют свой язык и традиции. Какой чувашский праздник без масштабного хоровода? А на сцене проходил концерт с участием местных и приглашенных творческих коллективов.
делегация Чинка, вокальная группа «Самана» при конгрессе под руководством Валерия Клементьева, артисты Вячеслав Христофоров и Марта Зайцева, Людмила Засыпкина, Ирина Лампасова своими лучшими музыкальными номерами украсили праздник. Артисты Чувашской республики радуют сегодня жителей Нефтеюганска. Обратите внимание, на сцене выступают наши любимые звезды. Звучит музыка, люди танцуют, в душе радость. Все гости праздника Акатуй признаются в любви чувашскому народу. А нам, активистам Чувашского национального конгресса, только этого и надо. Мы понимаем, что наша общественная работа проходит не зря. Спортивная площадка была представлена национальной чувашской борьбой Кириджу. Судьей был председатель комитета по спорту Чувашского национального конгресса Виталий Васильев. Похожа эта борьба на национальную борьбу, и татарская борьба, броски, и башкирские, а также борьба самбо, вольная борьба, все виды борьбы в этом считается. В данный момент на этом ковре борются у нас разные национальности. Потому что, вот, например, если чуваши проводят соревнования, значит, все должны участвовать, потому что мы все должны равняться и это самое... По их правилам мы должны бороться как положено. Судит арбитр из Чувашии, приехал из Чебоксара, заслуженный тренер России по вольной борьбе. Так что борются хорошие ребята. Я хочу сказать благодарность. Первые национальные игры Чувашии, это благодаря, конечно, Владимиру Николаевичу Семенову. Он возглавляет все национальности, будем говорить, и нашу борьбу, и вольную борьбу. И также вот первые народные игры, это очень даже впечатлительно. А также хочу выразить благодарность Андрееву Сергею Васильевичу. Нас переполняют эмоции, здесь очень весело, на сцене поют, борьба проходит. Сейчас будем участвовать в соревнованиях по армрестлингу, нас пригласили, записали. Вот, в общем, вкусный шашлык готовят. В общем, сегодня недождливый день, замечательная погода. Нам все нравится, мы впечатлены. Очень приятно видеть людей в национальных костюмах, с улыбками на лице. Даже несмотря, что погода такая пасмурная, все равно нас сплочает дружба народов. Я хочу заметить, что молодежь регионов Российской Федерации гордится тем, что они сегодня находятся на нашем замечательном празднике Акатуй, празднике плуга и земли. Вы обратите внимание, с какой гордостью они держат наш чувашский национальный флаг. На всечувашском Акатуе выступили и творческие коллективы чувашских и национально-культурных объединений разных народов – ханты, башкиры, татары, казаки. Крым, Байкал, Югра. Чуваши разных регионов нашей необъятной страны гадают, где же будет Акатуй, объединяющий всех наших сородичей и гостей, представителей других наций на следующий год. Поживем, увидим. Ну а в настоящее время у всех добрые воспоминания от свадьбы плуга и земли на югорской земле.